Калбек Усенбекович, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Республика за последний год показала фантастический рост. ВВП вырос более чем на 6%. За счет чего это удалось? Как удалось достичь таких результатов? Ну, за последние 3 года темпы роста ВВП в среднем около 7%, а в 2022 году темпы роста ВВП составили более 9%. Я считаю, что правильная макроэкономическая политика, подобранная профессиональная команда и создание благоприятных условий для нашего бизнеса, для наших граждан, в том числе в первую очередь и в рамках ЕАЭС, помогло нам стабилизировать экономику после ковидного периода и воспользоваться всеми преимуществами нашего союза для того, чтобы наконец-то экономика в Кыргызстане заработала в нужном ритме и в нужном скоростном режиме. Более 1 триллиона 200 миллиардов долларов достигла объем ВВП прошлого года. Мы ставим перед собой еще больше амбициозные цели. Так, к 2030 году президентом нашей страны Садыр Нуркожоевичем поставлена задача, чтобы объем ВВП составлял не меньше, чем 30 миллиардов долларов Соединенных Штатов. Как вы думаете, какую роль сегодня играет ЕАЭС в экономическом развитии республики? Ну вот смотрите, у нас в структуре ВВП после распада Советского Союза из сельскохозяйственно-индустриальной страны мы стали страной, которая предоставляет больше услуг, и объем услуг и торговли составил более чем 52% на сегодняшний день в нашей стране. А объем товарооборота со странами ЕАЭС за последние 10 лет он увеличился 3 раза. Было 5 миллиардов долларов, сейчас на сегодня составляет более 15,7 миллиарда долларов. Как раз таки это дало возможность многим найти рабочие места как внутри нашей страны, так и сопровождая те грузы или товары, которые мы продаем, их реализовывать в странах ЕАЭС. В том числе, конечно же, в первую очередь это Россия, Казахстан, ну и там частично может быть Белоруссия, но в этом направлении это стало своеобразным, очень хорошим толчком для нахождения и рабочих мест, и возможности реализации продукции как своей, так и импортируемой в Кыргызстан в пределах объединенного нашего союза. А самое главное, жизнь людей как меняется? Вот что люди говорят, рядовые кыргызстанцы? Ну вот мы с вами разговаривали, что ваши родители тоже имеют отношение к нашей стране. Мама здесь работала, родилась, дедушка здесь работал. Так и мы каждый раз хотим вернуться в отчий свой дом, свою малую родину. У нас было очень хорошее прошлое, да, так называемая советская семья, она так и у нас осталась. И я не побоюсь сказать, что именно наш союз ответил чаяниям наших граждан. Обычно эти союзы создаются с экономических точек интересов, с политических, а потом уже только учитываются интересы простых граждан. Так вот, требования самих простых граждан жить в свободе, свободно перемещаться, общаться, свободно трудоустраиваться. Именно вот это было, я думаю, учтено нашими лидерами, когда этот союз наш создавался. То есть это была потребность народов, которые вошли в этот союз, в первую очередь, а потом уже политические интересы, а потом уже экономические интересы. Но, как говорится, в народе звезды сошлись. Все требования и желания народа, и воля политических наших лидеров, она совпала, и она дает вот такие прекрасные результаты. Конечно, на сегодня мы переживаем не самые лучшие времена. Главные наши партнеры по торговле, в первую очередь, конечно, Россия, находится под большим санкционным давлением, но, несмотря на это, экономика дает устойчивый рост в рамках ЕАЭС, и она имеет достаточно хорошие перспективы. Но еще Киргизия сегодня становится, я по-старому скажу, Киргизия или Кыргызстан, как сейчас принято говорить, становится центром притяжения уже и для граждан других республик. Например, здесь очень много стало индийцев, они приезжают здесь работать. Вообще, за счет каких отраслей конкретно сегодня Кыргызстан развивается? Где вы видите такие большие серьезные точки роста?
Ну, на сегодняшний день, благодаря помощи, я хотел бы выразить благодарность правительству Российской Федерации, мы смогли по доходной части нашего бюджета провести кардинальные реформы. И в этом направлении правильная макроэкономическая политика, поддержанная нашим президентом, позволила практически в 4 раза увеличить сборы, таможенные сборы, и в 2,5-3 раза налоговые сборы. То есть мы фактически увеличили бюджет страны в 3 раза, ВВП в 2 раза, да, за последние 3 года. И в этом направлении очень большую роль нам сыграли, как я уже говорил, это торговля. Внешнеторговый оборот у нас достаточно хорошо вырос, в первую очередь, со странами ЕАЭС, но и в том числе и с другими, с третьими странами. И у нас сфера услуг очень хорошо развивается. В первую очередь это образовательный сектор. То, что вы видите, достаточно много студентов. Это именно студенты наших высших учебных заведений. Это в области медицины, образования. Мы научились в этом направлении обучать студентов и предоставлять такие услуги для Пакистана, Индии, Бангладеш, вот в таком направлении. Сейчас мы активно сотрудничаем и с российскими вузами, в том числе Кыргызско-Российский славянский университет открыл медфак. В этом направлении мы работаем. Но у нас хорошо, достаточно развита на сегодня легкая промышленность, швейная отрасль. Практически здесь мы ощущаем уже недостаток рабочей силы. Очень большими темпами идет строительство. Вот последние 2 года мы показываем темпы роста в строительстве более чем 50%. Инвестиции в основной капитал последние 3 года показывают больше чем 40%. В этом году первый квартал показал 58% инвестиций в основной капитал. То есть мы привлекаем инвестиции, прямые инвестиции, ну и привлекаем инвестиции из своих граждан в производство, в экономику. Поэтому на сегодня у нас в первую очередь выходит гидроэнергетика, строительство малых ГЭС, практически более 50 малых ГЭС. И мы сейчас по возобновляемым источникам энергии очень сильно работаем с арабскими странами, с международными финансовыми институтами, с Росатомом 1-2 проекта мы сейчас только начинаем осуществлять. Несколько российских компаний заняты по строительству солнечных станций. Я могу сказать, что у нас наибольшее количество солнечных дней, да, если в расчет берутся при строительстве этих станций 200 дней солнечных, то в Кыргызстане этих дней 300. Да, практически каждый день мы здесь видим солнце, поэтому достаточно очень большая эффективность солнечных станций, ветряных станций очень большая эффективность. Мы 2-й год закрываем бюджет с профицитом. Но нам необходимо сейчас закрыть дефицит в электроэнергии. Мы 3 миллиарда 200 миллионов киловатт электроэнергии сейчас импортируем. Вот эту брешь нам надо закрывать, и в рамках этого мы запустили национальный проект. Это практически была мечта коммунистов и Кыргызской ССР в свое время в составе Советского Союза. Но это последние 30 лет оставалось мечтой. Так вот, мы первый этап строительства запустили Хамбаратынская ГЭС-1. Она будет аккумулировать воду и обеспечивать водой тех, кто находится ниже по течению. Это Узбекистан и Казахстан. Но она решит проблемы и по дефициту электроэнергии для нашей страны. И один еще тоже достаточно очень большой проект, к сожалению, во времена Советского Союза Кыргызстан был страной, где заканчивалась железная дорога. Так вот, сейчас мы запускаем строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Она дальше через Туркмению, Каспий, Иран, Архангельск, в так называемый средний путь, да, по железной дороге, что да, этот транспортный коридор, я думаю, резко увеличит возможность торговли со всеми другими странами мира. И, наконец-то, мы перестанем быть тупиковой страной и выйдем на самый ближайший порт, это Бандар-Аббас в Иране. Но через Каспий имеем возможность увеличить резко торговлю и с нашими партнерами, в том числе и с Россией. Акылбек Усманбекович, вот мы видим, как в последние буквально годы на наших глазах центры экономического развития смещаются с запада на восток. Мы видим промышленный спад в Европе, в частности в Германии, и мы наблюдаем рост производства, рост ВВП в Евразии, там, в
Кыргызстане, в России, во многих вообще, во всех странах Евразийского экономического союза. Очевидно, это не нравится вот этим нашим западным, как мы в России раньше говорили, партнерам, теперь уже не партнерам. И они пытаются, как сказать, воздействовать на нас, да, они пытаются, как сказать, портить нам жизнь. Вот недавно попытались ввести там санкции в отношении разных банков, которые сотрудничают с Россией. Что нужно сделать, чтобы не дать им возможность влиять на наши собственные связи, на наши собственные экономические отношения? Мы должны просто опережать все эти санкции, все эти разрешения, неразрешения и так далее. То есть у нас должны быть финансовые технологические компании, которые обеспечивают своевременные переводы, расчеты между нашими странами. И эти расчеты все больше и больше переходят в национальные валюты. Буквально 3 года назад, я тогда был еще вице-премьером, был большой кыргызско-российский форум у нас на Иссыкуле, я тогда говорил об этом, что давно нам пора перейти на торговлю в национальных валютах. Почему «Газпром» торгует в Кыргызстане за доллар? Да. То есть я об этом говорил 10 лет назад, 3 года назад, и вот сейчас эта действительность показывает, что если мы были бы услышаны и были бы готовы в расчетах, минуя доллар, торговать друг с другом, то мы еще больше бы усилили свои внутренние позиции. Поэтому у нас только один выход. Мы не можем сидеть и ждать. Мы должны опережать и идти вперед. То есть мир, он сейчас идет семимильными шагами вперед. Вот в Кыргызстане через стейблкоины в день, мне говорили, это мы пока невидимая часть экономики, но которую мы наблюдаем, да? Видим, ощущаем, смотрим, обмениваемся опытами с тем, кто занимается. Криптовалютный рынок очень сильно развился, более 63 лицензий выделил наш национальный банк. И на уровне стейблкоинов идет торговля и с другими странами, в том числе и с партнерами из России, обеспечивается сырье, поставки, продукция швейной отрасли. То есть бизнес начинает опережать нас. И в этом плане нам надо быть гибче. Да, нам надо быть гибче, нам надо работать быстрее. Мы могли бы для взаимных расчетов применять специальную валюту, которая бы гарантировалась золотом наших стран. То есть очень много есть вариантов, очень много предложений экономистов, финансистов, банкиров. Просто мы должны их услышать и двигаться вперед с учетом всех этих рисков. Мы с вами находимся в горах, вот за вами, там и за моей спиной вот эти бесконечно красивые виды. Я думаю, какая Швейцария, зачем туда ехать, или там какой Куршавель. Вот, пожалуйста, Киргизия. Расскажите, пожалуйста, о туризме, насколько активно к вам едут иностранцы. В аэропорту видел вполне себе таких европейских пенсионеров, которые сюда приезжают и, видимо, уже, так сказать, знают, зачем едут. Да, 3-й год подряд все гостиницы у нас забиты, гостиничных мест не хватает, все больше и больше мы привлекаем инвесторов для строительства услуг в сфере туризма. Вы сказали насчет Куршавеля, мы пригласили его главного управляющего, он приехал с супругой сюда, в наши горы, и влюбился. Вот сейчас мы запускаем горнолыжный большой проект, там трасса длиной будет где-то 197 километров, это в азиатском регионе одна из самых больших лыжных в длине. И по красоте трасс будет. Так вот, мы сейчас мастер-план закончили, объем привлекаемых инвестиций будет около 600-700 миллионов долларов. За ближайшие 5-8 лет мы этот горнолыжный кластер запустим. Есть, уже начало строительство с помощью российского бизнеса горнолыжный курорт Каркара. Недавно только наш директор по привлечению инвестиций там побывал. И запускаем в Кыргызстане в целом около 5-6 вот таких больших, крупных горнолыжных кластеров. На сегодня вот наши республики, скажем так, Киргизская республика, Кыргызстан и Россия очень тесно связаны между собой, ну хотя бы потому, что в Киргизии очень хорошо говорят по-русски, этот язык учат, да, приезжают граждане Кыргызстана работать в Россию, да. Как мы должны вот эти человеческие связи углублять, как вам кажется? Что еще можно сделать? Во-первых, не мешать. Да? Во-первых, не мешать, но и поддерживать надо. Мы единственная страна после Советского Союза, где конституционно закреплен статус русского языка как языка межнационального общения.
И на сегодня мы достигли договоренности с правительством Российской Федерации о строительстве 9 школ с завтрашнего дня. То есть это самые современные школы будут, где-то на уровне до 450 миллионов долларов будут привлечено инвестиции. Я надеюсь, в ближайшие 5-6 лет эти все 9 школ заработают во всех областных центрах и в 2 городах, это в Бишкеке и в Аше. Мы начали модернизацию Кыргызско-славянского университета. Нам необходимо поддерживать русский язык и обучать его в школах. Более 2500 у нас школ, которые нуждаются в носителях русского языка. Я сам тоже с Качкорского района Нарынской области. У нас была директор Белова Галина Михайловна, моя первая учительница Раиса Михайловна была, она тоже. То есть были носители русского языка. Вот сейчас, если вы гуляете по городу Бишкек, вы увидите очень много волонтеров, которые занимаются обучением английского языка. Да, поэтому в этом направлении есть над чем работать. Очень прекрасная база на сегодня. У нас проблема по развитию нашего государственного языка. Успехов и процветания Кыргызстану и всем нашим странам ЕАЭС. Спасибо, что нашли время для этого интервью, Акылбек Усбекович. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.